Уважаемые члены диссертационного совета, рецензенты и присутствующие, мы начинаем сегодня очередное заседание нашего диссертационного совета. И Я хочу предоставить слово для информации ученому секретарю и дальнейшее объяснение некоторые моменты. Пожалуйста. Здравствуйте, уважаемые члены диссертационного совета и присутствующие коллеги. Всего членов диссертационного совета 8 человек, из них 4 постоянные члены совета, 4 временные члены диссертационного совета и 2 официальных рецензентов. Постоянный член диссертационного совета Ахлыбеков Абдраш Асанович, доктор физико-математических наук, профессор, председатель диссертационного совета. Здоровец Максим Владимирович, кандидат физико-математических наук, профессор, заместитель председателя диссертационного совета. Салихуджар Суббек Мухамеджанул, кандидат физико-математических наук, доцент, ученый-секретарь диссертационного совета. Скурат Владимир Алексеевич, доктор физико-математических наук, профессор, начальник сектора ионно-имплантационной нанотехнологии и радиационного материаловедения, лаборатории ядерных реакций ОИАИ, город Дубна, Россия, член совета. Временный член диссертационного совета Алдунгаров Анвар Акылханович, доктор философии, ассоциированный профессор кафедры технической физики ЕНУ имени Гумилева, Астана, Республика Казахстан. Дауренбек Абдулла Хайритянович, доктор философии, ассоциированный профессор кафедры технической физики ЕНУ имени Гумилева, Астана, Республика Казахстан. Мясникова Людмила Николаевна, кандидат физико-математических наук, ассоциированный профессор, член правления, проректор по академическим вопросам Актюбинского регионального университета имени Зубанова, город Ахтубе, Республика Казахстан. Сильверстова Евгения Владимировна, доктор философии, ассоциированный профессор, доцент кафедры физики и нанотехнологий Карагандинского государственного университета имени Букетова, город Караганда, Республика Казахстан. Официальные рецензенты Сергеев Давлет Махсатулов, кандидат физико-математических наук, ассоциированный профессор, подполковник, начальник кафедры конструкции и эксплуатации радиоэлектронного оборудования РГУ, Военный институт сил воздушной обороны имени дважды Героя Советского Союза Талата Бигельдинова, Министерство обороны Республики Казахстан, город Ахтубе, Республика Казахстан. Жакиев Нурхат Куандыкович, доктор философии, директор департамента науки и инноваций Астана IT University, город Астана, Республика Казахстан. Далее. Присутствуют на заседании все 8 членов диссертационного совета и 2 официальных рецензента. Заседание диссертационного совета будет проходить в режиме онлайн-видеоконференции. Необходимо отметить, что председатель диссертационного совета Ахлыбеков Абдраш Асанович является научным руководителем Койшибаевым Жанымгуль. Поэтому, согласно пункту 7.1 положения о диссертационном совете по ЕНУК 5.19 НАО Евразийского национального университета, заседание диссертационного совета будет вести заместитель председателя диссертационного совета, кандидат физико-математических наук, профессор Здоровец Максим Владимирович. Пожалуйста, Максим Владимирович, вам предоставляется слово. Спасибо. Уважаемые коллеги, добрый день. Начинаем заседание работы нашего совета. Заседание диссертационного совета проводится в онлайн-формате. Сегодня выходит на защиту диссертации на соискание степени доктора философии Кайшибаева Жанымгуль Кайшибаев КЗ. Тема диссертации – теоретическое исследование электронной структуры и оптических свойств чистых и легированных кристаллов оксида галлия на основе моделирования и расчетов из первых принципов. По образовательной программе 8D 05-32-3 «Техническая физика». Кворум имеется. Присутствует в зале заседания 8 членов диссертационного совета и 2 официальных рецензента. Давайте проголосуем, кто за проведение заседания диссертационного совета. За 10 человек, против нет, воздержавшихся тоже нет, единогласно. Отечественный научный консультант Акылбеков Абдраш Асанович, доктор физико-математических наук, профессор кафедры технической физики Евразийского национального университета имени Льва Николаевича Гумилева, город Астана, Республика Казахстан, и Усейнов Абай Бакаджанович, доктор философии, ассоциированный профессор международной кафедры ядерной физики, нового материала и технологий Евразийского национального университета имени Льва Николаевича Гумилева, город Астана, Республика Казахстан. Зарубежный научный консультант Катомин Евгений Алексеевич, доктор физико-математических наук, профессор Института физики твердых тел Латвийского университета, город Рига, Латвия.
Первый официальный рецензент Сергеев Даулет Максатович, кандидат физико-математических наук, ассоциированный профессор, подполковник, начальник кафедры конструкции и эксплуатации радиоэлектронного оборудования Военный институт сил воздушной обороны имени дважды Героя Советского Союза Талгата Бигельдинова, Министерство обороны Республики Казахстан, город Актюбе, Республика Казахстан. Второй официальный рецензент Жакеев Нурхат Куандыкович, доктор философии, директор департамента науки и инноваций Астана IT университет, город Астана, Республика Казахстан. Для ознакомления с биографией и документами диссертанта предоставляет слово ученому секретарю Салихаджаду Джусубеку Мухамеджанову. У вас микрофон выключен, Джусубек Мухамеджанович. Ага. Представлены биографические данные соискателя на заседании диссертационного совета. В целом все документы Койшибаева Жанамгуль и публикации по теме диссертации соискателя представлены и соответствуют требованиям правил присуждения степеней. Соискатель Койшибаева Жанамгуль Койшибаева родилась 29 января 1991 года. Казашка, гражданка Республики Казахстан. В 2009 году поступила в Казахский национальный университет имени Аль-Фараби и окончила в 2014 году по специальности 5Б011000 ядерная физика. В 2014 году поступила в магистратуру в Томский политехнический университет по специальности 160401 техническая физика. В 2016 году присуждена академическая степень магистра по специальности 160401 техническая физика. Койшибаева Жанамгуль Койшибаева в 2019 году поступила в докторантуру ГИНУ имени Гумилева по образовательной программе 8Д053-23 техническая физика и окончила обучение в 2022 году. Соискатель Мафлюгона 5 работ, из них 3 статьи в рецензируемых научных журналах, входящих в базу данных Web of Science, Scopus, и относящихся к квартире Q2, Q3, 5 тезисов и доклад в трудах международных научных конференций. Также в деле имеется выписка из протокола расширенного заседания кафедры технической физики ЕНУ имени Гумилева. Соискатель проходил обсуждение 8 февраля 2024 года. В частности, в нем отмечается, что тема диссертации была утверждена приказом ректора ЕНУ имени Гумилева номер 1758-П от 4 ноября 2019 года. Докторант прошла научную стажировку в Институте физики твердых тел Латвийского университета, город Рига, Латвия. В период с 10 октября 2021 года по 24 ноября 2021 года онлайн. И в Томском политехническом университете, город Томск, Российская Федерация, в период с 16 января 2022 года по 1 марта 2022 года. Заключение кафедры положительное. Расширенное заседание кафедры рекомендует диссертацию Койшибаева Жанамгуль Койшибаева к официальной публичной защите в диссертационном совете ЕНУ имени Гумилева. В целом все документы и публикации соискателя соответствуют требованиям правил присуждения степеней. Спасибо. Все. Есть ли вопросы к ученому секретарю? Если вопросов нет, давайте предоставим слово соискателю Койшибаевой Жанамгуль Койшибаеву для ознакомления с содержанием диссертационной работы. Регламент 20 минут. Пожалуйста. Спасибо. Сейчас. Так, видно ли вам Да, видно. презентация? Ага. Видно и слышно. Добрый день, уважаемые члены диссертационного совета. Хочу представить вам свою диссертационную работу на тему «Теоретическое исследование электронной структуры и оптических свойств чистых и легированных кристаллов оксида калия». Бета-оксид калия представляет собой широкозонный полупроводник, который в последнее время привлек к себе значительное внимание и стал одним из наиболее активно изучаемых материалов. Его многообещающие свойства, такие как широкая запрещенная зона, высокое поле пробоя, а также высокая термическая и химическая стабильность, делают бета-галиоксид хорошим кандидатом для применения в силовой электронике, например, в диодах шотки, полевых транзисторах, а также в термометрах Больцмана, ультрафиолетовых солнечно-слепых фотодетекторах и других приложениях. Моноклинная бета-галиоксид является термодинамически наиболее стабильной кристаллической фазой. Объектом исследования является чистый и легированным атомом железа моноклинный кристалл бета-галиоксид. Целью исследования является теоретическое исследование эволюции электронных и оптических свойств собственных дефектов оксида калия, а также роль легированного примесью железа
в оптических и электронных свойствах оксида галлия с помощью расчетов из первых принципов. Задача исследования. Первое. Оценить влияние оптических и термодинамических уровней переходов энергии образования для одиночных и парных вакансий кристаллов бета-галлиоксид. Второе. Анализ плотности электронных состояний для одиночных и парных вакансий кристалла бета-галлиоксид. Третье. Определить оптические и термодинамические уровни энергии образования и плотность электронных состояний для легированного железом кристалла бета-галлиоксид. Исследовать спектры комбинационного рассеяния в рамках метода ДФТ для легированного железом кристалла бета-галлиоксид. Исследования были выполнены в программе Crystal на основе расчетов из теории функционала плотности. При моделировании чистого кристалла оксида галлия использовалось несколько негибридных и гибридных обменных корреляционных функционалов. Для несовершенных систем в расчетах был использован гибридный метод обмена корреляционный функционал Б3ЛИП, а для бета-галлиоксид-легированного железа использовалось гибридный обменно-корреляционный функционал Б3ПВ. Для моделирования точных дефектов и легированного железа кристалла бета-галлиоксид использовалась периодическая модель увеличенной элементарной ячейки, состоящей из 160 атомов. Вычисление полной энергии в рамках периодической модели кристалла производилось в программе Crystal, где мы выбрали высокие допские сходимости для Звук не слышно. Звук включи, пожалуйста. Жанна Галина, у тебя выключено. Ага. Меня вообще не слышно было, да? Теперь еще и не Последние видно. 3 секунды. Сейчас экран потерялся теперь. Ага. Сейчас. Видно ли вам слайд? Да, продолжай. Ага. Атомы галлия имеют два различных положения галлий. Галлий-1 связан 4 соединенными атомами кислорода в тетраэдрическом положении, а расположение галлия-2 связан с 6 соседними атомами кислорода в октаэдрическом расположении. Атомы кислорода имеют 3 различных положения. Кислород-1, кислород-2 связываются 3 атомами галлия, в то время как кислород-3 связывается 4 атомами галлия. Также на таблице представлены параметры решетки чистого бета-галлиоксид, которые получили хорошее согласие с экспериментальными данными. Было обнаружено, что ошибка в оценке энергии запрещенной зоны, полученная с использованием гибридных вычислений, намного меньше, чем ошибка в стандартных вычислениях, таких как Хартри-Фока. Зонная структура чистого оксида галлия. Верхняя часть валентной зоны и нижняя часть зоны проводимости состоят из анионных кислорода 2П и катионных галлия 4С состояний, соответственно. Вблизи точки М обнаружена непрямая запрещенная зона с вершины валентной зоной 4,45 электронвольта, которая немного меньше прямой запрещенной зоны в точке Г. Небольшая соответствующая разница в энергии между непрямой и прямой зонами позволяет предположить, что бета-галлий-оксид на самом деле является материалом с прямой зоной, что хорошо согласуется с экспериментально наблюдаемым с резким началом поглощения при 4,9 электронвольта.
В таблице 2 представлены расчетные данные коэффициента упругости, объемный модуль, модуль Юнга и модуль сдвига для бета-галиоксид вместе с экспериментальными значениями. Нижний индекс H соответствует нотации Фоик-2 Хилла. Как видно из таблицы, наши расчеты имеют хорошее согласие с экспериментальными данными. Представленный в графике спектр отражения бета-галиоксид был рассчитан для направления, где электрический вектор Е параллелен оси Б. Как видно из графика, абсолютно ошибки велики в нижней части спектра, значение которых достигает до 300. Нижняя часть спектра соответствует изгибным модам подрешетки галлия, в то время как валентные моды галлия и кислорода воспроизводятся очень хорошо. Рассчитанные частоты инфракрасных фононных мод бета-галиоксида в точке Г. Из анализа групп разложения редуцированного представления в центре первой зоны Брюлена структуры бета-галиоксид присутствует 12 активных инфракрасных мод и 15 активных рамановских мод. Как видно из таблицы, расчеты находятся в хорошем согласии с наблюдаемыми экспериментальными результатами. Первое положение, вносимое на защиту, образование нейтральной кислородной вакансии в бета-галиоксид приводит к появлению дефектов глубокого донора с довольно низкой концентрацией. Вакансии галлия являются достаточно глубокими акцепторами с уровнями перехода выше валентной зоны кристалла. На слайде представлены модуль 160 атомной суперячейки для расчета вакансионных дефектов и также результаты тестовых расчетов по сходимости энергообразования с учетом и без учета дефектного взаимодействия. Полная энергия периодической системы, содержащая локально заряженные дефекты, включает кулоновское дефект-дефектное взаимодействие, взаимодействие дефект-кристаллическая решетка и взаимодействие решетка-кристаллическая решетка. В нашем исследовании мы изучили эффект включения только кулоновского дефектного взаимодействия из-за малого размера других взаимодействий. На графике коррекции зарядов изображения энергообразования демонстрирует более четкую тенденцию к сходимости по мере того, как 1 деленное L приближается к 0. Это указывает на то, что коррекция заряда изображения эффективно учитывает взаимодействие между дефектами и их периодическое изображениями, что приводит к увеличению количества дефектов. Нами также было рассчитано энергообразование точечных дефектов в бета-галиоксид в зависимости от энергии Ферми при условии с низким содержанием и высоким содержанием кислорода. Формула энергии образования представлена на слайде. В условиях высокого химического потенциала кислорода для всех кислородных дефектов энергия образования увеличивается на 2,76 электронвольта. Аналогично энергия образования для вакансии галлия уменьшается на 4 электронвольта. Соответствующие расчеты ясно показывают, что вакансия галлия 1 имеет меньшую энергию образования, чем галлий-2. Образование всех вакансий кислорода энергетически более выгодно, чем образование вакансий галлия при равновесии. В то же время энергия образования вакансий кислорода близки друг к другу. В то же время энергия образования вакансий галлия сильно отличается, которые связаны с асимметрией электронной структуры из-за различных координационных положений атомов галлия. То же самое справедливо для решеточной релаксации вблизи вакансий кислорода, которая меньше, чем вблизи вакансии галлия. Меньшая решеточная релаксация вблизи вакансий кислорода указывает на то, что система более стабильна после образования дефектов. Этот результат хорошо объясняет проводимость N-типа, наблюдаемую в чистых кристаллах бета-галиоксида, которую можно объяснить достаточным количеством вакансий кислорода, действующих как источник электронов.
Кислородные вакансии указывает примером дефектов с нестабильным зарядовым состоянием 1+. Поэтому зарядовое состояние кислородных вакансий должно быть 2+ при низкой энергии Ферми и нейтральным при высокой энергии Ферми. Вакансии галлия, несмотря на глубокую акцепторную природу, энергетически является 3- состоянием. Как можно заметить из таблицы, уровни перехода для всех вакансий кислорода и галлия имеют хорошее согласие с данными других работ. Также на слайде представлена формула уровня перехода. Занятые состояния дефекта или нейтральные вакансии кислорода, где 2 электрона дефектных находятся в центре запрещенной зоны, указывает на высокий потенциал ионизации дефекта, доказывая, что дефект является глубоким донором. Следовательно, положение уровня кислорода вакансий качественно коррелирует с рассчитанным уровнем переноса заряда, то есть уровень вакансий кислорода расположен выше вершины валентной зоны, чем другие уровни вакансии, что указывает на то, что дефект является более мелким донором. Нейтральный дефект галлия находится более чем на 1 электронвольт выше верхней границы валентной зоны. Данный результат указывает на то, что данный дефект является глубоким акцептором, поэтому нейтральные вакансии галлия могут действовать только как компенсаторы донорных примесей. С другой стороны, даже в условиях обогащения кислородом энергия образования нейтральных вакансий превышает 10 электронвольт, и концентрация таких дефектов в равновесии пренебрежимо мала. Второе положение, вносимое на защиту. Парные вакансии в нейтральном состоянии обладают низким спиновым состоянием и могут образовываться вместе с одиночными вакансиями. Термическое возбуждение парных вакансий смещает положение донорных и акцепторных уровней в центр запрещенной зоны. За счет наличия вакансий галлия и кислорода парная вакансия помимо нейтрального состояния может обладать 5 зарядовыми состояниями. Однако не все эти состояния могут возникнуть в результате изменения энергии Ферми в запрещенной зоне. Наши расчеты показали, что парная вакансия заряжается как 2+, 1+ и 1-, тогда как оставшееся зарядовое состояние 2- и 3- нестабильны. Как можно заметить в таблице, образование парных вакансий с галлий-1 энергетически предпочтительнее, чем аналогичные парные вакансии с галлий-2. То же самое справедливо для решеточной релаксации вблизи парных вакансий с галлий-1, которая значение меньше, чем вблизи парных вакансий с галлий-2. Меньшая решеточная релаксация вблизи парных вакансий с галлий-1 указывает на то, что система более стабильна после образования дефектов. В отличие от одиночных вакансий галлий-1 и кислород-1, переходные уровни парной вакансии лежат ближе к краям разрешенных зон, то есть ближе к валентной и зоне проводимости, в результате чего вероятность спонтанной рекомбинации дырки на акцепторном уровне с электроном на донорном уровне очень мала. Близость уровня к краям зон разрешенных энергии, а также небольшая энергия образования парных вакансий подтверждает гипотезу о том, что парные вакансии могут играть роль глубоких акцепторов при высоких значениях энергии Ферми. В отличие от оптических уровней, термодинамические уровни одиночных вакансий галлия и кислорода лежат ближе к краям разрешенных энергий. В то же время, как для парной вакансии, наблюдается противоположная картина. Термодинамические уровни находятся ближе к центру запрещенной зоны на уровне 2 электронвольт. Таким образом, возникает возможность
рекомбинации электронов с донорных уровней с дырками на акцепторных уровнях, так как теперь акцепторный уровень лежит ниже донорного уровня. Образование парных вакансий в кристалле сужает значение защищенной зоны до 3,67 электронвольт. Плотность состояния парных вакансий указывает на наличие заполненных и пустых дефектных состояний в защищенной зоне, определяемым вакантными состояниями кислорода и галлия. Заполненный уровень парных вакансий расположен на 1 электронвольт выше вершины валентной зоны, а пустой уровень еще выше на значение 2,8 электронвольта. Третье положение, вносимое на защиту. Лигирование бета-галлиоксида атомами феррум приводит к увеличению параметров решетки. Ионы железа могут захватывать свободные электроны из зоны проводимости. Положительная ионизация ионов железа приводит к увеличению амплитуды 3D уровней, а отрицательная ионизация приводит к увеличению амплитуды состояния ионов кислорода. Сравнительный анализ рассчитанных данных среднего расстояния между ионами железа и кислорода, эффективный заряд и магнитный момент, и также защищенная зона чисто лигированного железом оксида калия показала различия в значениях. Данные различия объясняют координационную позицию атома железа, так как за счет более высокой координации железа в октаэдрической позиции наблюдается немного большие смещения ближайших атомов и сужение защищенной зоны, чем для тетраэдрической позиции. Накопление примесей железа в узле галлий-2 предпочтительнее из-за несколько меньшей энергии образования по сравнению с узлом галлий-1, хотя оба узла энергетически выгодны. В обогащенных галлием условиях энергия образования железа увеличивается на 1 электронвольт. При зарядовом переходе из нейтрального в отрицательно заряженное состояние железа соответствующие уровни оптического перехода лежат на глубине более 1 электронвольта от дна зоны проводимости, что указывает на глубокую акцепторную природу железа. В то же время в зарядовом переходе из положительного заряда в нейтральное состояние железа показывает переходный уровень ниже на 4 электронвольта от дна зоны проводимости или выше на 1 электронвольт от вершины валентной зоны. Термодинамические уровни перехода демонстрируют смещение к центру защищенной зоны, что указывает на наличие глубокого уровня ловушек. В случае нейтрального состояния дно зоны проводимости представлено пустыми 4s и незаполненными 4d состояниями железа. В этом случае ионы железа могут эффективно захватывать свободные электроны из зоны проводимости. Если ионы железа заряжаются положительно, в защищенной зоне появляются новые незанятые уровни железа, которые лежат глубже на уровне 2 электронвольт и характеризующие примесь как глубокий донор. В случае захвата дополнительного электрона 3D уровень примесь железа полностью заполняется и уровень Ферми смещается выше. В таком случае оставшиеся незанятые состояния характеризуются пустыми 4s состояниями железа, которые находятся на высоте от 1 до 1,5 электронвольт над вершиной валентной зоны. Допирование железом привело к незначительным изменениям спектра комбинационного рассеяния. В целом в низкочастотных модах в железо-1 и железо-2 наблюдалось незначительное изменение, которое можно объяснить двумя конкурирующими механизмами. Первое – это уменьшение интенсивности мода из-за увеличения постоянной решетки, вызванного небольшим увеличением размера атомов железа. И второе – уменьшение эффективной атомной массы, вызывающей увеличение моды.
В среднечастотном диапазоне для железа 1 существующих изменений не наблюдается, но появляется дополнительный пик при 529 для железа 2, который свидетельствует об увеличении вклада галлия оксида в деформацию. Заключение. Образование вакансий кислорода в нейтральном состоянии более предпочтительное, чем вакансии галлия за счет более низкой энергии образования. Парные вакансии эффективно накапливаются наряду с одиночными вакансиями. Энергетически выгодным спиновым состоянием для парных вакансий является низкоспиновое состояние по сравнению с высокоспиновым состоянием. Так как одиночные вакансии кислорода и галлия лежат на 1 электронвольт ниже от дна зоны проводимости и выше от вершин валентной зоны, соответственно, то они показывают глубокую донорную и акцепторную природу. Эффективный заряд атомов железа немного выше, чем у атомов галлия, что приводит к невосполнению зарядов в решетке. Небольшое значение ионного радиуса железа по сравнению с ионом галлия увеличивает длину связи между примесью железа и соседними атомами кислорода. Сужение запрещенной зоны и небольшое смещение ближайших атомов зависит от позиции атома железа. В зависимости от отрицательной и положительной ионизации железо проявляет глубокую акцепторную и донорную природу. Плотность электронных состояний при положительной и отрицательной ионизации между примесями железа и ионом кислорода появляется сила притяжения и отталкивания соответственно. В результате проведенных исследований было опубликовано 11 печатных работ, из них 3 статьи в международных рецензируемых научных журналах, входящих в базу данных Scopus, и 5 тезисов докладов международных конференций, а также 2 статьи в отечественных журналах и 1 монография. Ниже по слайду представлен список опубликованных работ. Также моя диссертация была выполнена в рамках научно-исследовательской работы по проекту «Прозрачные керамики» на основе оксида галлия, выбор состав и нового материала для ядерной энергетики и оптоэлектроники. Здесь представлены списки. Спасибо за внимание. Спасибо, Жанангуль Кайшибайка, за интересный доклад. Уважаемые члены Совета, начнем обсуждение диссертации. Есть ли у кого-то вопросы к диссертанту? Прошу задавать. Коллеги, есть вопросы? Да, если можно. Меня слышно? Слышно, да, Владимир Алексеевич? Да. Скажите, пожалуйста, почему вы рассматривали влияние примеси именно железа, а не другой, например, хрома или какой-нибудь другой трехвалентной примеси? Знаете, это потому что для чистого галлия у него... Ну, сначала спасибо за вопрос. Для чистого галлия оксида получается, у него проявляется N-проводимость из-за собственных дефектов. Мы хотели посмотреть, проявляется ли P-проводимость. Вот. Поэтому мы выбрали железо, чтобы показать такие данные. То есть вы это как способ управления полупроводниковыми свойствами рассматривали? Да. Да, все верно. То есть нас интересовало именно то есть проявление вот такой проводимости. И по вашему мнению, это
перспективный способ управления свойствами электрическими. Извините, пожалуйста, у вас не слышно. Да, скажите, пожалуйста, вот такой способ введения примесей, он является эффективным методом управления электрофизическими свойствами оксида галлия? Да, ну, получается, да, изучение, то есть изучение и как бы регулирование, да, проводимости является очень перспективным. И как я до этого в актуальных как я до этого в актуальности рассказала, то есть оксид калия является очень перспективным таких приложениях, как диодов-шотки, да, полевые транзисторы, и там очень хорошо было бы, если бы было кроме N-проводимости еще добавить P-проводимость. Хорошо, спасибо. Поэтому это является очень актуальной. И... Можно вопрос? Да, пожалуйста. Вот у меня вот такой вопрос. У вас там были плотность электронных состояний? Ага. Одиночных вакансий. Вот эта картина как зависит от внедрения каких-то дефектов, да? Или примесей? Спасибо за вопрос. Спасибо за вопрос. Ну, сначала, наверное, надо рассмотреть, что такое плотность, да, электронных состояний. Плотность электронных состояний — это величина, которая описывает электронные состояния, уровень электронных состояний, которые могут иметь электроны на электрическом уровне, да. То есть, рассматривая такую величину, можно рассмотреть такие характеристики, такие свойства, как электронные, да, и можно посмотреть, то есть если наши уровни, электронные уровни находятся ниже энергии Ферми, тогда, соответственно, этот материал не проявляет проводимость, да? А если энергия Ферми находится выше электронных уровней, тогда это показывает, что наш материал проявляет хорошую проводимость, и это также очень перспективно в силовых электрониках. В использовании силовых электрониках. Хорошо. Коллеги, еще есть вопросы? Можно задам вопрос? Жакиев Нурпат, вы сказали, что использовали программное обеспечение Crystal для моделирования из первых принципов. И хотелось бы уточнить, насколько это объемная задача для компьютера и какие мощности вы привлекли, и длительность расчета. Это минуты, часы или мегабайты, численные характеристики вычислительного задания. Уточните, пожалуйста. Спасибо. Спасибо за вопрос. Да, мы использовали программу Crystal. В течение моей учебы, которая продлилась 3 года, да, мы вычисления делали на базе Института физики твердых тел в Латвийском университете в городе Риге. Потом там мы делали, получается, начальные вычисления.
которые охватывали чистые кристаллы и с собственными дефектами, дефектные кристаллы, да, оксида галлия. А последний год данные вычислительные кластеры также уже находятся в Яну, и последние вычисления с легированием железа мы делали здесь. Насчет того времени, да, которое занимает вычисление. Мы, конечно, когда вычисляли, мы взяли вот для дефектных и с примесью железа, да, кристалла оксида галлия, мы взяли 160 атомов, когда делали вычисления. И это довольно большое время заняло. Вот. И время наше доходило до нескольких дней. То есть от параметров, которые мы задаем, завися от этого, иногда доходило до нескольких дней, и это еще зависит от того, суперкомпьютер, то есть свободен, насколько это ядра, да, находится, вот, все это как бы реляет. Ну, тогда, если вы упомянули про суперкомпьютеры, кластеры, сколько ядер были необходимы для вашего расчета, или в мегабайтах, или в гигабайтах, или в операционных? Ну, хочется услышать числовые характеристики. Так, у нас были разные ядра от 16 до и дальше 64 самые большие, по-моему, были. Спасибо большое. Еще есть вопросы? Можно вопрос? Ну, пожалуйста. Так, спасибо за доклад, Джангуль. Я вот насчет хотел уточнить защищаемых положений. Можно открыть? Защищаемые положения. Первое защищаемое положение. Нет, самая последняя страница, предпоследняя там. Список. Последний. Получается, третья? Нет, самая последняя страница в слайде. Сколько в слайде всего? Вот это заключение получается. Я вот хотел предпоследнее, вот просто как уточнить. В зависимости от отрицательной и положительной ионизации железо проявляет глубокую акцепторную. Вот здесь вот акцепторную, либо донорную хотел уточнить. Как правильно будет? Ну, здесь потому что написано одна зона проводимости, а потом пишите про донорную, ниже 4 электрон-вольт, одна зона проводимости. Ну, вторая половина понятна, а вот первая вот акцепторная, потом в скобочках ниже более 1 электрона-вольта, одна зона проводимости. Тут донорная либо акцепторная? Здесь железо, получается, проявляет и акцепторную, и донорную природу в зависимости от ионизации. Для этого мы можем посмотреть вот, плотность электронных состояний для примесей железа, где здесь, когда ионы железа заряжаются положительно, в запрещенном зоне появляются новые незанятые уровни железа. И они, если посмотреть, они лежат на уровне около 2 электровольта. Да? А здесь, если посмотреть, здесь железо, получается, отрицательно заряжается, и здесь зеленым штрихом это энергия Ферми, которая смещается выше. И
здесь, получается, железо находится от высоты от 1 до 1,5 электровольт над вершиной валентной зоны. И здесь, соответственно, разные эти акцепторную и донорную как бы природу проявляет. Да, ну я понял. А еще раз откройте заключение. Заключение еще раз откройте. Мгм. Просто формулировка акцепторную мне просто я хотел узнать. Если это правильно, скажите, правильно это или неправильно. Просто здесь написано одна зона проводимости. Обычно, когда одну зону проводимости говорят, обычно донорная проводимость. Если возле дна зоны проводимости находится. А акцепторная, если правильно акцепторная, то пусть будет акцепторная. Я просто уточнить хотел. Если там, возможно, донорно нужно писать, не акцепторно. Нет, да, правильно, акцепторно правильно написано. Да, ну правильно, акцепторная. Ниже более, да. Акцепторная и донорная. Правильно Хорошо. написано. Мгм. Можно уточнить один момент? Мгм. У вас Усинов является как бы соруководителем, и везде он выступает как первый автор. И хотелось бы уточнить ваш вклад в эти статьи как соавтора. Мгм. Спасибо за вопрос. Может, являлись корреспондинг автором, может, основную часть вы проводили, но Усинов из-за того, что он соруководитель, как бы решил выступить первым автором. Вот просто комментарий нужно. Мгм, мгм. Спасибо за вопрос. Получается, вот здесь вот представлен на слайде список опубликованных статей. В первых начальных 2 статьях я выступала как корреспондент. Конечно, Абай Бахтжанович учил меня, то есть программированием. Этот проект мы как бы совместно делали. И если То есть это было выполнено в рамках проекта, да? Да, в рамках проекта. Хорошо. То, что вы выступили в качестве корреспондента автора, это показывает ваш вклад в эту работу. Спасибо. Мгм. Коллеги, еще вопросы есть? Евгения Владимировна, у вас рука поднята. Пожалуйста. Спасибо большое. У меня вопрос по методам расчета. В органических системах нормальным является, когда сходимость результатов расчета с экспериментальными данными порядка 0,2-0,3 электронный вольт. А для ваших систем и для вашего программного обеспечения и вашего метода расчета какая расходимость экспериментальных и рассчитанных значений у вас получается? И какая она считается нормальной, оптимальной? А, Спасибо за вопрос. Ну, если даже вот посмотреть, да, на оптические термические уровни перехода, вот мы, получается, рассчитали уровни перехода, и при сравнении с другими данными у нас показали очень малые различия. Если вот даже посмотреть, ну, но мы так в процентном соотношении не вычисляли, сколько там будет, да, погрешность. Но визуально мы, смотря вот на эти данные, можно сказать, что они, ну, не больше, наверное, 5%. Понятно, спасибо. И у меня еще один вопрос по диссертационной работе. У вас в 3 главе написано, что для несовершенных систем выбран функционал V3Lib. Что вы подразумеваете под несовершенными системами?
Спасибо за вопрос. Под несовершенными системами я подразумеваю, ну, я имею в виду, что система с собственными дефектами, то есть вакансиями галлия и кислорода. Все, спасибо. Мгм. Спасибо. Дулет Максатович, тоже вопрос есть у вас? Да. Жанымгүл, такой вопрос такого характера. Обычно время расчета зависит от параметров, которые мы вводим, да? Например, K-point. У вас вот в суперячейке вы говорили 160 атомов, Мгм. как я понял. А какой был выбран K-point там по 3 направлениям? Первый вопрос. Второй вопрос. В каком-то слайде я видел, что хороший вот этот... Вот в этом слайде более-менее экспериментальным данным подходит B1WC, да, вот этот метод, вот по А и Это имеете в виду, да? да. Мгм. Но как вы объясняете, что вы дальше как бы выбрали метод B3Lib, конечно, это известный метод, свои вот эти комментарии по этому поводу? Ага, спасибо за ответ. Спасибо за вопрос. Да, получается, как до этого я говорила, для чистых кристаллов мы, ну, чтобы сравнить, да, разные методы, мы посчитали параметры решетки и запрещенную зону разными гибридными и негибридными функционалами. А для несовершенных систем, то есть с собственными дефектами, мы выбрали B3Lib, ну, потому что мы посчитали, что она больше подходит, наверное. Ну, это еще зависит от а, а, мы, ну, мы мы решили, что как бы B3Lib больше подходит, чем B3 ПВ. А для примеси мы выбрали B3 ПВ метод. Думаю, в этой липе этот, время расчета как бы сокращается, чем другие методы, или от этого не зависит, от выбора этих Методов, да? да, методов? Ага. М, Ну, мы, когда выбирали, да, если смотреть на параметры времени и на затрачиваемое вот, время, да, и на точность результатов, конечно, мы больше всего ориентируемся на точность результатов. Когда, если не ошибаюсь, когда были использованы негибридные методы, тогда затраты по времени меньше было. Хорошо. А вот по расчетам теперь, вот K-point для суперячейки как был выбран для вашего расчета, для оксида галлия? Вы имеете в виду, почему мы выбрали именно 160 атомов? Нет. Вот 160 атомов, я так понял, это суперячейка, которая более-менее описывает состояние атомов, в том числе с учетом дефектов и так далее. Теперь при расчете вы выбираете K-point, да, вот 3 вектора по 3 направлениям. Например, они могут быть по 15, в зависимости от симметрии кристалла.
И от выбора К-поинта зависит время расчета. А, м, Ну, скорее по э, 15 или по 25 вы выбрали, как по всем направлениям одинаковую цифру выбрали. Вот это хотел уточнить. э, Да, действительно. Да, мы одинаково выбирали. Мгм. Все хорошо. Спасибо, коллеги. Вижу, что больше вопросов нет. Или у кого-то есть еще? Если вопросов нет, давайте перейдем тогда к следующему этапу и заслушаем отзыв отечественного консультанта. Слово предоставляется отечественному консультанту, доктору физико-математических наук, профессору кафедры технической физики Акылбекову Авдираше Цановичу и доктору философии Усинову Абаю Бахаджановичу. Спасибо за предоставление слова. Я хотел бы сказать, уже у нас отзыв написано совместно с Абаем Бахаджановичем. Но поскольку вы все понимаете, когда два руководителя, отечественных консультанта, один больше работает по ситуациям, как выбрать темы, направление, другой большей части вот, расчетный. Вот Абай Бахаджанович больше занимался расчетами, и поэтому я хочу сказать, что мы, на самом деле, эта тема новая, Оксидгалия, хотя мы с которым давно работаем, лет 20 или 25, и по нему тоже уже разные объекты исследовали. Вот, из первых принципов. Почему выбрали вот это Оксидгалия? Вот в последнее время, 5 лет, это очень актуально. Ну, сегодня немножко актуальность, когда рассказывал Жан Мгуль. Это еще мы видели вот в последних конференциях, вот это последних 3 лет конференциях везде, там мы расчетная, экспериментальная работа относительно Оксидгалия очень занимает большое количество докладов. Вот. И ссылка, которая на эти работы, 3 работы, вот, инфофактор в журналах, из два из журнала Materials, там в одном 40, в другом 35, по-моему, ссылка уже за последние 3-4 года. Это очень большое, это мы показывает, наверное, актуальность темы, потом не настолько вот хорошо, потому многие занимаются этой темой. И даже вот такой журнал Латвийского университета, типа Вестника, ну там тоже уже ссылок 7 или 8 ссылок. Это тоже говорит о том, что там эта актуальность очень хорошая. Поэтому мы выберем тему, не ошиблись. И вот это мы, многие задавали вопросы, где таких расчетов обязательно, конечно, должен быть суперкомпьютеры или кластеры большого. Вот мы в основном, у Абая Евсеевича был это проект, тема, которая близка к этому, и поэтому он всегда был первым автором, согласно этому положению руководителя проекта. И мы использовали кластер, это Институт физики твердого тела при Латвийском университете. И уже последний год мы сами тоже создали примерно такого же уровня кластер. И вот это с примесью железа посчитано в нашем кластере. Ну, сейчас на нем работает вот, все не только по этой тематике, а и другим расчеты ведет на этом кластере. Дальше, наверное, если пару слов скажешь, наверное, Абай Евсеевич. Добрый день, уважаемые коллеги, как меня слышно? Здравствуйте, слышно, да, меня? Хорошо, да, хорошо. Да. Ага. Я просто с сотового телефона, извиняюсь, у меня, оказывается, здесь отсутствует звук на компьютере. Я также хотел бы сказать, что вот мы работаем действительно с Институтом физики твердого тела на Латвийском университете. И вот как раз насчет вопросов последних от наших участников, я хотел бы сказать, что вот этот выбор каточек, он очень сильно связан, кстати, с вот этим функционалом. И он не случайен. Дело в том, что вот этот функционал гибридный Battery Leap,
который мы выбрали в качестве основного для вычисления, он позволяет за быстрое количество итераций получить необходимую сходимость по полной энергии системы. То есть мы рассчитываем, по сути дела, одну и ту же суперячейку с дефектом, но за быстрое количество итераций, то есть за меньшее количество итераций, мы получаем сходимость по полной энергии. Вот. Ну и также электронное строение дефектных структур также лучше описывается гибридным функционалом Beta-Relief. Вот. Ну, хотелось прокомментировать. В целом, я считаю, что докторант выполнил, значит, 100% свою работу, значит, предоставил, ну, вот, очень много данных. Здесь это подтверждается публикациями, где докторант был выбран как корреспондент автор. Жан Нгулян участвовал во многих конференциях, значит, и, значит, я считаю, что личный вклад автора, ну, как бы говорит сам за себя, он очень высокий. И, ну, имеется, конечно, небольшие здесь, докторант видно было, что немножко как бы волнуется, это ничего страшного, я думаю, это дело опыта. Просто в дальнейшем, я думаю, что Жан Нгуль все получится на этом поприще. Вот. Считаю, что диссертационная работа Койшибаева представляет собой серьезное научное исследование, удовлетворяет всем требованиям комитета в сфере образования и науки, а автор заслуживает присуждения ученой степени доктора PhD. Прошу поддержать. Спасибо, у меня все. Спасибо. Ну, действительно, результаты по цитированию впечатляющие. Я специально проверил в Скопусе, пока смотрел. Теперь слово предоставляется доктору физико-математических наук, профессору Института физики твердых тел Латвийского университета города Рига, Латвия, Катомину Евгению Алексеевичу. Евгений Алексеевич здесь или у вас микрофон зачитают? отключен. Успех Мамаджанович, у вас... Отзыв видите, да, на экране? Да, видно. Вот отзыв зарубежного научного консультанта, профессора Катомина Евгения Алексеевича на диссертацию Койшибаева Жан Нгуль Койшибаев-кызы. Он отмечает, что тема диссертационных исследований Койшибаева Жан Нгуль соответствует приоритетным направлениям науки в области разработки новых материалов и технологий. Здесь также отмечается, что эта работа вносит существенный вклад в науку по направлению техническая физика. И в конце вот здесь вот важное утверждение диссертации подтверждено ссылками на актуальную достоверную научную литературу. Проделан большой литературный обзор по теме исследований с достаточным количеством использованных источников литературы, 143 источника. И дальше он считает, что диссертационная работа Койшибаева Жана Нгуля Койшибаева по научной новизне, объему, значимости полученного результата соответствует требованиям Комитета по обеспечению качества в сфере науки и высшего образования, Министерства науки и высшего образования Республики Казахстан. Предъявляем к работам, представленным на соискание степени доктора философии. И рекомендует ее к публичной защите. И считает, что диссертант Койшибаева Жан Нгуль Койшибаев достойно присвоения ученой степени доктора философии PhD по специальности 8D05301 техническая физика. Вот, пожалуйста, подпись и печать. Спасибо. По регламенту следующее слово предоставляется рецензентам. И первый официальный рецензент Сергей Давлетович Максатуллов. Вам слово. Уважаемые коллеги, разрешите ознакомить вас со своей рецензией на диссертацию Койшибаева Жан Нгуль Койшибаев-кызы. Первый пункт. Диссертационное исследование соответствует приоритетному направлению развития научно-технической деятельности. Это сейчас по-новому интеллектуальный потенциал страны по направлению естественной науки. Диссертационная работа на тему теоретические исследования электронной структуры и оптических свойств чистых и легированных кристаллов бета-оксида галлия
на основе моделирования и расчетов из первых принципов выполнена в рамках проекта, финансируемого Министерством науки и высшего образования Республики Казахстан. Прозрачные керамики на основе оксида галлия, выбор составов и новые материалы для ядерной энергетики и оптоэлектроники. По второму пункту важность для науки. Диссертационная работа вносит существенный вклад в науку, так как исследование оптических и электронных свойств чистого, дефектного и легированного железом кристалла, рассматриваемого кристалла, с использованием гибридных обменных корреляционных функций позволяет точно рассчитать основные свойства моноклинного кристалла бета-оксида галлия. Важность работы хорошо раскрыта автором. Сравнительный анализ одиночных и парных дефектов по энергиям внедрения, релаксации и образования позволяет рассчитать оптические и термические переходы всех возможных вакансий кристалла. Оценка рассчитанных оптических и термодинамических уровней перехода примесей в запрещенной зоне, а также анализ плотности состояний и комбинационного рассеяния света в сравнении с экспериментально наблюдаемыми данными дает ценную информацию о возможных путях улучшения электронных свойств рассматриваемого кристалла. Третий. Автор диссертации показывает высокий уровень самостоятельности и исследовательской активности при выборе методов вычислений с целью изучения кристаллической электронной структуры рассматриваемого кристалла, то есть оксида галлия. Использованная автором методика анализа одиночных и парных дефектов, проведенный сравнительный анализ их влияния на энергетические свойства кристалла, а также изучение влияния легирования железом на электронные структуры материала и оценка электронных уровней перехода примесей в запрещенной зоне являются значимыми достижениями. Все это свидетельствует о высоком уровне компетенции автора, то есть диссертанта. Четвертый пункт. Принцип внутреннего единства. Результаты диссертационного исследования имеют огромное значение для развития современных технологий в области энергетики и электроники. Анализ кристаллической и электронной структуры бета-галлий-2О3, а также определение влияния дефектов и примесей на его свойства играют ключевую роль в оптимизации производства материалов с широкой запрещенной зоной. Исследование электронных структур и оптических свойств легированных материалов предоставляет ценную информацию для создания новых оптических устройств, таких как ультрафиолетовые детекторы и светоизлучающие диоды, то есть светодиоды. Это исследование не только расширяет наше понимание физических и химических свойств оксида галлия, но и непосредственно влияет на развитие технологий в области энергетики и электроники. Так, следующий подпункт. Исследование кристаллической структуры электронных свойств и влияния примесей на материал бета-оксида галлия, представленной диссертацией, действительно отражает широкий спектр тем. В работе подробно описаны результаты расчета энергии внедрения, релаксации и образования для одиночных и парных вакансий кристалла. Построены графики плотности состояний и приведены значения оптического и термического уровней переходов для всех возможных дефектов кристалла бета-оксида галлия. Основной акцент сделан исследованию влияния железа, где представлены результаты расчетов кристаллической и электронной структуры кристалла, легированного железом. Рассчитана энергия образования, оптические и термодинамические уровни перехода для примесей железа при высоком химпотенциале атомов галлия и кислорода. Проведен подробный анализ плотности состояния и спектра комбинационного рассеяния света в сравнении с экспериментальными данными.
Цели и задачи диссертационной работы соответствуют теме исследования и раскрывают основные аспекты диссертационной работы. Целью диссертационной работы является теоретическое исследование влияния собственных дефектов, а также примесей железа на оптические и электронные свойства оксида галлия методом квантово-химического моделирования, то есть emission, из первых принципов. Диссертация представляет собой полностью завершенный труд. Все разделы и положения диссертации логически взаимосвязаны и полностью соответствуют друг другу. Это показывает о качестве и структурной целостности диссертационного исследования. В работе присутствует критический анализ. Глубокий литературный обзор позволил автору четко определить задачи исследования по теме и найти подходящие методы исследования. О том у нас один из научных руководителей более подробно уже акцентировал внимание. Так, следующий пункт – принцип научной новизны. Научные результаты и положения, полученные в рамках диссертационной работы, являются полностью новыми. Образование нейтральной кислородной ваканции в бета-оксида галлия приводит к появлению дефектов глубокого донора с высоким потенциалом ионизации, и ваканции галлия являются достаточно глубокими акцепторами с уровнями перехода выше валентной зоны кристалла. Парные ваканции галлия и кислорода в нейтральном состоянии обладают низким спиновым состоянием и могут образовываться вместе с одиночными вакансиями. Лигирование бета-оксида галлия атомами железа приводит к увеличению параметров решетки. Ионы железа могут захватывать свободные электроны из зоны проводимости. Выводы диссертации представляют собой значительные новые результаты, которые расширяют наше понимание кристаллической структуры и электронных свойств материалов оксида галлия. Исследование дефектов и примесей в кристаллической решетке с применением неэмпирических методов вычисления является важным вкладом в области материаловедения. Эти новые данные могут быть полезны для дальнейших исследований и разработки новых материалов. С технической и технологической точки зрения исследование электронных свойств материала бета-оксида галлия и его взаимодействию с дефектами и примесями имеют большой потенциал для улучшения электронных свойств. Новые методы синтеза и обработки материала могут привести к созданию более эффективных и надежных устройств. Оптимизация параметров отжига и лигирования, а также разработка новых методов анализа и контроля качества материала могут значительно повлиять на развитие технологий в этой области. Новые и обоснованные решения, которые вытекают из результатов диссертации, имеют потенциал существенно повлиять на развитие в данном направлении новых полупроводниковых, скажем, электронных устройств на основе бета-оксида галлия. Так, обоснованность основных выводов. В заключение приведены выводы, основанные на теории функционала плотности, которые не противоречат основным положениям радиационной физики ионных кристаллов. Выводы полностью подтверждают положение диссертационной работы. Основные положения, выносимые на защиту. Первое положение. Я сейчас полностью положение повторно не буду озвучивать. Первое положение полностью доказано. Является ли тривиальным? Нет, не является тривиальным. Является ли новым? Да. Уровень для применения широкий. Доказано ли в научных статьях? Да, доказано. Второе положение то же самое. Третье положение то же самое, полностью доказано в научных публикациях. То есть все положения, выносимые на защиту, подкреплены публикациями в рецензируемых периодических изданиях.
По результатам исследований диссертантом опубликовано 4 работ, в том числе 3 статьи в журналах, индексируемые в базе Web of Science и в базе Scopus, достаточно высокими параметрами эти журналы, а также 1 статья в журналах, рекомендованных уполномоченным органом МНВО. Я бы здесь отметил бы отдельно, что 2 статьи имеют высокий квартиль. Если бы диссертант опубликовал еще 1 статью в квартиле Q2, например, она могла бы выйти на защиту без диссертации. На это тоже членов Совета хочу обратить внимание. Вклад соискателя в подготовку данных статей, все теоретические расчеты, обработка и анализ результатов диссертационного исследования были проведены автором совместно с научными консультантами при участии сотрудников Института твердого тела Латвийского университета. Так, 8 пункт. Принцип достоверности. В работе используются широко признанные в научном сообществе неэмпирические методы вычисления. Здесь хочу отметить, что они настолько надежные, что сейчас уже экспериментаторы в основном до эксперимента обычно просят группы, которые занимаются такими компьютерными моделированиями, заблаговременно смоделировать какие-либо явления, какие-либо детали, чтобы в дальнейшем экспериментаторам было легче какие-то феномены выявить в этом направлении. Те методы, которые диссертант применял, это широко признанные международным научным сообществом программы лицензионные Crystal. И многие сейчас именно по дефектообразованию в материалах материаловеды применяют такие программы. Это, несомненно, показывает, что все результаты, которые получены диссертантом, они достоверные, и плюс к этому все прикреплены и сопоставлены экспериментальными результатами других авторов. Так, далее. Результаты диссертационной работы получены с использованием, я это говорил уже, использованные передовые вычислительные программы. Об этом я уже остановился, много не буду, чтобы время не тянуть. Следующее. Автор диссертации обосновала и доказала ряд важных утверждений и результатов исследований. Использование неэмпирических методов вычисления для изучения кристаллической структуры и электронных свойств материала, влияние различных типов дефектов, включая одиночные и парные дефекты, эффективность легирования железом для контроля проводимости материала и его потенциал в области разработки устройств силовой электроники и оптоэлектроники. Основные важные утверждения диссертационной работы подтверждены соответствующими ссылками на научную литературу. Список литературных источников диссертации насчитывает 186 научной работы, в том числе для литературного обзора 55, что говорит о достаточности для проведения аналитического литобзора по теме диссертации. 9 пункт. Принцип практической ценности. Диссертация имеет значительное теоретическое значение в понимании кристаллической структуры и электронных свойств материала. Результаты исследования выполняют существующие теоретические модели и предоставляют новые данные о физических и химических процессах, происходящих в данном материале. Анализ дефектов и примесей кристаллической решетки,
оксида галлия расширяет наше понимание влияния различных факторов на его электронные свойства. Так, разработка новых методов синтеза и обработки материала, рассматриваемого материала, действительно имеет огромный потенциал для создания улучшенных материалов с широким спектром применения. Это может принести значительные выгоды различным отраслям промышленности, включая электронику, автомобильную промышленность и так далее. Предложение о применении легирования атомами железа для контроля проводимости материала открывает новые возможности в области силовой электроники. Это может включать в себя разработку новых методов синтеза и обработки материала с целью оптимизации его электронных свойств. Также предложение об использовании материала бета-оксида галлия в качестве прозрачного проводящего оксида, что открывает возможность для создания более эффективных и точных оптических устройств. Так, 10 пункт. Качество описания и оформления. Диссертация написана грамотным научно-техническим языком, доступным профессиональным техническим стилем. Встречается незначительное количество опечаток, что не снижает качество диссертационной работы. Все формулировки основных положений и выводов носят законченный характер и являются достоверны. И как заключение, диссертационная работа Койшибаевой Жанымгүл Койшибайқызы на тему теоретические исследования электронной структуры и оптических свойств чистых и легированных кристаллов бета-оксида галлия на основе моделирования и расчетов из первых принципов полностью соответствует всем требованиям, предъявляемым Комитетом по обеспечению качества в сфере образования и науки Министерства науки и высшего образования Республики Казахстан диссертация, а ее автор заслуживает присуждения искомой степени доктора философии по специальности 8D05-323 техническая физика. Благодарю за внимание. Спасибо. Если у диссертанта есть какие-то комментарии на рецензию, можете прокомментировать. Нет. Если нет, тогда слово предоставляется следующему официальному рецензенту, PhD Жакиеву Нурхату Куандаковичу. Спасибо большое. Так, во-первых, спасибо, что пригласили меня в качестве рецензента. Во-вторых, поздравляю команду исследователей данной области с новым обновлением кадрового состава, с выходом на защиту. И вот диссертационная работа, научное исследование, диссертационная работа на тему теоретическое исследование электронной структуры и оптических свойств чистых и легированных кристаллов бета-оксид галлия на основе моделирования и расчетов из первых принципов представлена была сегодня на защиту, и отрадно видеть, что тема выполнялась в рамках грантового финансирования по линии министерства. И так как мы убедились в активной публикации в этом плане, и немаловажную роль в этом плане сыграла именно вклад соискателя сегодняшнего, Жанымгүл Койшибайқызы. И важность для науки. Данная работа вносит существенный вклад в кристаллографию, в электронную зону, в теорию электронной проводимости и в отрасль моделирования квантово-химических процессов, и также применение неэмпирических методов вычисления. Важность работы тоже оценивается в рассмотрении разных комбинаций вакансий, примесей, и позволяет определить их влияние на оптические и термические свойства кристалла. Также в начале было показано, что
моделирование соответствует с определенной погрешностью аналогичным работам зарубежных других авторов, что тоже подчеркивает правильность выбора методики, выбора методов моделирования и также важность этого направления в мировой науке. И эти работы дают ценную информацию о возможных путях улучшения данных материалов и их применения, конечно. Про принцип самостоятельности задал вопрос и получил исчерпывающий ответ как от соискателя, так и от руководителей, что вклад соискателя был существенным в плане самостоятельности работы и в плане выполнения расчетов как на базе казахстанских вузов, так и на базе зарубежного руководителя. По принципу внутреннего единства структура диссертации придерживает все требования. Обоснование актуальности диссертации расписан хорошо. И так, содержание диссертации отражает широкий спектр тем, связанных с исследованием кристаллической структуры, и в работе подробно рассмотрены методы вычислений, сделан подробный литературный обзор и описаны дефекты и примеси в кристаллической решетке, особенно вот моноклинной сингонии. Также обращается внимание на оптические, термические и упругие параметры этой кристаллической структуры. Особенно внимание уделено исследованию влияния легирования железа на электронные свойства материала и рассчитаны запрещенные зоны проводимости. И цели и задачи соответствуют теме. Цель диссертационной работы является теоретическое исследование влияния собственных дефектов, а также примесей железа на оптические и электронные свойства оксида галлия методом квантово-химического моделирования из первых принципов, и с применением программного обеспечения Crystal. Предложенные авторами новые методы и решения – это комбинирование разных методов DFT, плотности функционала. Полученные результаты сравнены с результатами аналогичных работ по другим аналогичным кристаллам, и были большие дискуссионные разделы в этих статьях, что очень важно. И выводы диссертации являются новыми, которые дополняют существующие знания о кристаллической структуре и в электронных свойствах материала. Результаты исследований дефектов примесей кристаллической решетки являются новыми в контексте применения неэмпирических методов вычисления. Так, в плане технического, технологического, экономического и управленческого решения являются новыми. С экономической точки зрения это раздел материаловедения и поиск новых материалов с особыми параметрами на уровне квантово-химического моделирования дает возможность снизить пробелы в этой области. И с точки зрения методов, это может включать в себя обучение. Нет, ладно, следующий раздел, переходим в 6-й. Это основные выводы, то есть соискатель сделал основные выводы и положения, выносимые на защиту, которые не противоречат основным положениям радиационной физики ионных кристаллов. И выводы полностью подтверждают положение диссертационной работы. Так, касательно положений, выносимых на защиту,
согласен с коллегой, что эти положения были доказаны и показаны в статьях, то есть опубликованы и обсуждены в конференциях. И это уже хороший результат для выхода на защиту. И то, что статьи, индексируемые в Web of Science и в базе данных Scopus, она перевыполнила как бы некий минимум, который необходимо придерживаться. Также опубликовала статью в журналах, рекомендованные Коксон. Так, ну и как бы хотелось бы поблагодарить Институт твердого тела Латвийского университета, который всячески способствовал ее карьерному росту как эксперта в этой области, и их научных руководителей, которые тоже обучили ее по моделированию и научному мышлению. Теперь к теоретическим выводам. Автор диссертации обосновал и доказал ряд важных утверждений и результатов исследования. Это использование неэмпирических методов вычислений для изучения кристаллической структуры и электронных свойств материала бета-оксид галлия, влияние различных типов дефектов, включая одиночные и парные дефекты на оптические и термические свойства материала, эффективность легирования железа для контроля проводимости материала и его потенциал в области разработки устройств силовой электроники и оптоэлектроники, о котором тоже были заданы уточняющие вопросы. Так, ну, насчет списка литературных данных очень широко рассмотрено данное направление, данная тема. И также сделан хороший анализ как по Казахстану, так и по зарубежной литературе. Диссертация имеет практическое значение, и разработка таких материалов с улучшенными свойствами и широким спектром применения, может быть, открывает новые направления в электронной промышленности, в датчиках, сенсорах и включая электронику разного рода. Предложения для практики являются полностью новыми. Это может включать в себя разработку новых методов синтеза и обработку материала с целью оптимизации его электронных свойств и создания более эффективных и надежных электронных устройств. Также для предложения о использовании материала в качестве прозрачного проводящего оксида открывает новые возможности для создания более эффективных и точных оптических устройств. Это может быть важно для различных областей, включая солнечную энергетику, светоизлучающие диоды и дисплеи, а также для разработки более эффективных материалов для защиты от ультрафиолетового излучения. Так, как итог, качество академического письма оценивается высоко, диссертация написана грамотно, научно-техническим языком, в academic writing стиле, и структура выдержана строго по предъявляемым требованиям. И в качестве заключения работа Койшибаева Жангуль Койшибайқызы на тему теоретического исследования электронной структуры и оптических свойств чистых легированных кристаллов бета-оксид галлия на основе моделирования расчетов из первых принципов полностью соответствует всем требованиям, предъявляемым Комитетом по обеспечению качества в сфере образования и науки МНВО РК. К диссертациям, а ее автор заслуживает присуждения искомой степени доктора философии по специальности техническая физика. Спасибо за внимание. У меня все. Спасибо. Если у диссертанта комментарий есть, можете прокомментировать. На вопрос, я так понял, вы ответили уже. Спасибо за подробный анализ. Спасибо. Спасибо. Так, уважаемые члены диссертационного совета, есть ли желающие выступить в общем? Разрешите? Пожалуйста. Да, я как
рецензент, еще хочу добавить, что диссертация написана четким, хорошим языком, и мне понравилось то, что практически все иллюстрации были цветными. И можно было, не обращаясь к тексту, по вот этим цветным графикам уже предполагать, о чем идет речь. Это как бы подчеркивает тоже к ответственному подходу диссертанта. И во-вторых, много было сделано вычислительных расчетов. Как диссертант рассказал во время ознакомления основных положений. Вообще вот это квантово-химическое моделирование, вроде бы со стороны, если посмотреть, кажется легким, но на самом деле, если как начать его ощутить на себя, да, там надо много параметров сначала надо рассчитать, подобрать. Оптимизация структуры. Для оптимизации структуры там столько там вариантов надо выбрать и так далее. В общем, это работа с большими данными. И ладно, это получил результат, это одно, а его правильно интерпретировать. Правильная интерпретация тоже требует от диссертанта и от научных консультантов очень широкий спектр базовых знаний физики твердого тела. Поэтому все вот эти результаты как бы меня импонируют, и все полученные, причем все полученные результаты опубликованы в таких, скажем, авторитетных международных журналах, такие как Optical Materials, который имеет хороший квартиль. Поэтому я с большим удовольствием приглашаю всех поддержать диссертанта. Спасибо. Спасибо. Есть ли еще желающие? Добрый день, уважаемые коллеги. Хотела тоже присоединиться к Дуректору Максатовичу, предыдущему, кто говорил. Диссертация на самом деле хорошо написана. Единственное, может быть, ее можно было даже раньше защитить с тем, что по основным трудам труды были выпущены вот в базе Scopus в 2022 году уже. То есть я так понимаю, что Жанамгуль Кошибакызы просто хорошо дописывал диссертацию, отрабатывал всю диссертационную свою работу. Поэтому прошу тоже поддержать диссертанта. Рахмет. Спасибо. Максим Владимирович, можно мне пару слов сказать, поскольку я руководитель, голосовать не буду. Но это первое, что его хорошее базовое образование. Она закончила физфак КАЗГУ и магистратуру в Томске. И под руководством Криволока Валерия Павловича тоже опубликовала там в квартире Q1 статью, это тоже сейчас сюда не входит, но вот это, там тоже проявила себя очень хорошо. И знание английского языка. У него IELTS 7, когда поступала, и это тоже при этом быть корреспондентом, автором, и вот это самое ответа, написание, вот это помогло. Поэтому всем докторантам я всегда говорю, в первую очередь надо изучать, это физика само собой, второе это язык английский. Спасибо. Спасибо. Так, ну давайте на этом закончим обсуждение и перейдем к следующему этапу, процедуре тайного голосования. Голосование, как обычно, будет проводиться в онлайн-режиме в приложении SmartKino, где вы регистрировались. И попрошу ученого секретаря объяснить правила, как голосовать. Русбек Мукшаевич, Да. Я сейчас это... Вот на экране, вот я сейчас запускаю голосование.
А. Вот так вот проходит процесс голосования. Вот внизу есть 4 варианта ответа. Вы нажимаете один из 4. Ждем 4 голоса. Да, вот 3. Дауренбеков сейчас проголосует и Максим Владимирович. Булат Хайретянович. Ждем только одного. А еще хотел отметить, так как Акылбек Абдрас Асанович является научным руководителем Койшыбаева Жанымгуль, он не будет голосовать. Это Дулата не могу, до Дулата дозвониться. А, вот проголосовал. Вот все, кто должны были это проголосовать, проголосовали. И завершаем на этом голосование. То есть проголосовали 9 человек из 10. Дальше, ну это 90%. Дальше вот присудить степень доктора философии или доктора по профилю 9 человек. Ну, не проголосовал 1 человек, итого 9. Я вот скачиваю протокол голосования. Вот, пожалуйста, перед вами на экране протокол голосования Диссертационного совета. 9 человек, итого 9. Не проголосовал только Абдраш Асанович. Хорошо. Тогда, значит, поздравляем докторантов с успешной защитой диссертации. Результат голосования единогласно. Спасибо. Так, коллеги, теперь нам нужно обсудить проект заключения. Да. Жустек Низамович, вы же отправляли, да, вот сейчас проект заключения? Проекты, да, я всем отправил. Если есть замечания у кого-то, пожалуйста, по актуальности, по научным результатам, давайте обсудим. Я вот пробегусь по всем этим пунктам. Актуальность темы исследования вам уже знакома вот из диссертации и аннотации. Здесь вот отмечается актуальность темы исследования. Вот тут обширный такой текст получился. Научные результаты, их обоснованность. Только сейчас все члены диссертационного совета и рецензенты отмечали, что это все результаты обоснованные. Вот на самом деле здесь вот все приводится по результатам диссертации. Практическое применение научных результатов.
Вот здесь вот все расписано. Теоретическая значимость научных результатов. Также вот отмечали значимость научных результатов. Это как бы теоретическая работа. Далее, внедрение в учебный процесс не внедрялось. Потом, соответствие публикации требований комитета. Здесь вот отмечается, что 3 статьи Q2, Q3, там 2 статьи КУКСНВО, 1 монография даже есть, 5 тезисов, докладов в трудах Международной республиканской конференции, и публикация соответствует всем требованиям. Заключение диссертационного совета о присуждении степени, только сейчас мы это обсудили, проголосовали. Диссертация на соискание степени доктора философии по специальности 8.053.23 техническая физика на тему теоретическое исследование электронной структуры и оптических свойств чистых и лидерных кристаллов бета-галлия-2О3 на основе моделирования расчетов из первых принципов отвечает предъявляемым требованиям правил присуждения степеней. Автору диссертации Койшибаеву Жанну Койшибаеву присуждается степень доктора философии по специальности 8.053.23 техническая физика. Вот мы подошли к пункту 8 классификационных признаков диссертации. Здесь вот первый характер результатов диссертации. Здесь выбрали 8.1.1 теоретическое положение, совокупность которых можно квалифицировать как новое крупное достижение в развитии соответствующего научного направления. Мне кажется, можно согласиться. Слово крупное можно убрать, потому что новое Да. достижение это уже достаточно. Да, хорошо, согласен с вами. 8.2. Выбрали вариант 8.2.1, результаты являются новыми. Это уже бесспорно. 8.3. Ценность результатов диссертации высокая. Вот все участники сегодняшнего совета отмечают, что имеет высокую ценность. 8.4. Связь темы диссертации с плановыми исследованиями. Тема входит в государственные, региональные, научные и научно-технические программы или в программу международных исследований. Только сейчас это отмечалось, что эта работа выполнялась в рамках научного проекта. Дальше 8.5. Уровень внедрения результатов диссертации, имеющих прикладное значение, рекомендаций по расширенному использованию результатов диссертации, имеющих прикладное значение в масштабах отрасли. Коллеги, добрый день еще раз. Смотрите, там единственное, прошу заменить слово «специальность» на «образовательная программа». Сейчас по ГОСУ слова «специальность» нету. Да. Правильно. Это в названии, Ага. и в 7 пункте 2 раза встречается. Единственный комментарий. Хорошо. Правильно, спасибо за замечание. Есть несколько грамматических ошибок. Я просто не буду говорить. Я сейчас по WhatsApp перешлю, там выделено желтым. Это даже можно сказать опечатки, а не ошибки. Я сейчас пришлю. Хорошо. Ученому секретарю, да? Да, ученому секретарю. Хорошо, коллеги, давайте возьмем тогда это заключение за основу и проголосуем, утвердим. Кто за это решение? Потом ученый секретарь доработает и оформит, как необходимо. Да. Кто за? Против? Воздержались? Нет? Получается единогласно. Ну все, спасибо. Поздравляю еще раз диссертанта уже с большой проведенной работой. Спасибо. Так, на этом моя работа, наверное, закончена. Спасибо, коллеги. Всего Спасибо всем членам диссертационного совета, рецензентам за огромную работу, за активную работу на заседании диссертационного совета. До свидания. Спасибо всем. До свидания всем. До свидания. Спасибо. До свидания. Всех было приятно увидеть. Аболмас. До свидания. До свидания. Поздравляем вас. Спасибо. Ағай шыға берейін ба?